В центре внимания в эти дни ситуация на федеральной трассе Анабар. Напомним, грязевой вал в 2 километрах от Мирного перекрыл дорогу на Ленск. Сейчас в районе работает комиссия, в составе которой члены республиканского правительства, районной администрации, управления Алроса. Хронология событий в сюжете Руслана Фаткуллина. 28 ноября в 20:00 в 2 километрах от города Мирный в районе неэксплуатируемой обогатительной фабрики произошел выход грязевых масс на проезжую часть автодороги Мирный-Ленск республиканского значения. На место прибыли и приступили к работам аварийные бригады Мирнинского горно-обогатительного комбината со спецтехникой, а также подразделения ГИБДД и оперативная группа Мирнинского пожарно-спасательного гарнизона. Уже через 3 часа восстановлено движение по объездной дороге. Автотранспортных средств, что попали под сползание, тоже нету. Значит, у нас по визуальному осмотру длина оползня, она составляет порядка 150-200 метров. Ширина это вдоль линии дорожного полотна, это 80-120 метров. То есть те разговоры, которые 200, 400 и 500 метров оползня на территории проезжей части, они, значит, полностью опровергаемы. Анализ ситуации, пробы грунта и замеры радиационного фона показали, что угрозы для жизнеобеспечения населения нет, экологическая обстановка не нарушена. Слухи о том, что сползание грунта дошло до реки Ирилях, не подтвердились. До водоема около километра. Экологические страшилки, которые появились в социальных сетях, не имеют под собой почвы. В песках хвостохранилища нет вредных химических соединений, так как обогащение их велось промывным методом. По замерам радиационного фона действительно сегодня была проведена такая оперативная гамма-съемка около вот этой грунтовой массы. И показатели у нас гамма-съемки составили 5 микрорентген в час. При допустимой, поправлю Юрия Николаевича, 30 микрорентген в час. 11 микрорентген в час – это у нас средний республиканский уровень. То есть вот в этой части у нас все в полном порядке. При сползании земляной массы были повреждены опоры, отвечающие за электроснабжение дачного поселка на 4-м километре. Работы по возобновлению подачи света также были оперативно проведены. Чисто физический ущерб он невелик. Пострадало всего 3 опоры линии электропередачи 10 киловольт. Сейчас хочу сказать, что энергетики мы готовы заняться аварийно-восстановительными работами. Уже подготовлена схема. Нам понадобится, наверное, 3 суток. За 3 суток мы справимся, запятаем. Сейчас движение машин на трассе Анабар идет по объездной дороге. В ближайшее время откроют еще один проезд, который будет заметно короче и удобнее для водителей. Делать выводы о причине обвала пока рано. Специалисты изучают ситуацию. Представители Алроса продолжают мониторить состояние песчаного вала с целью определения проекта и сроков уборки грунта.